Россия, не наше поколение ходило. А когда вот этот референдум произошел, и было ясно, что большинство за Россию, вот старожилы в нашем дворе, бабульки, они говорят, вы знаете, такое ликование было 9 мая 1945 года. Как это все-таки мало 5 лет, когда еще свежи воспоминания о событиях Крымской весны 2014 года, когда не стерлись из памяти последствия экономической блокады Украины территории Крыма. Мы почувствовали локоть России, когда вот взорвали нам вышки, блокада была энергетическая, тут вся Россия привезла сюда генераторы и все. Как это много 5 лет, когда российский Крым стал практически не узнать, когда успехи заметны и молодежи, и людям постарше, а Симферополь, столица Крыма, в эти дни сияет от счастья. Люди стали добрее, улыбаться стали, город привели в порядок. Вообще Крым весь строится, один мост чего стоит. Да вообще, в принципе, все очень много поменялось и намного лучше стало. Better before than many people be walk here, better go and enjoy. Дороги, мост, очень активно строят трассу Таврида. Сегодня Крым переживает настоящий строительный бум. Быстрыми темпами возводятся различные инфраструктурные объекты. Заработал новенький аэропорт в Симферополе. О знаменитом Керченском мосту вы все хорошо знаете. А это еще один знаковый объект – трасса Таврида. Она пронизывает весь Крым и соединяет Керченский мост с городом федерального значения Севастополем. Теперь Крым навечно связан с большой Россией, а Крымский мост стал главным символом национального единения. Но одного даже такого грандиозного сооружения мало для полноценного экономического роста. Нужна сеть автомобильных дорог и внутри полуострова. Для Бахчисарайского района Крыма это огромный стимул для повышения его инвестиционной и туристической привлекательности, считает Рифат Дердаров. Крыму нужен трамплин. Он оторвется, еще придет время, мы придем, поможем. Многие улыбались, смеялись. Мы уже начали подниматься. Вот Аллаха шүкір, вот это Таврида. Причем Камдорстрой у нас строят казанские ребята. Тоже на удивление так получилось. Или специально так дали, сказали, пусть там два татарина между собой разбираются. Ну, может, кто-то думал, что не получится, но у нас отношения очень хорошие, очень теплые. Они реально помогают. Сейчас, когда весь Крым работает только на созидание, а вся Россия ему в этом помогает, вспоминать энергоблокаду хочется все меньше и меньше, признается Рифат Дердаров. Но иногда это все же полезно делать, чтобы понимать, кто твои настоящие друзья, а кто враги и злопыхатели. Татарстан был в этот трудный момент рядом с братским народом Крыма. Это было страшно. Я помню, я утром позвонил Рустаму Нургалевичу и попросил у него свечки. Он так удивился, когда, говорит, мне тут Шамиль Хамидович перезвонил. Он говорит, что-то просят, и свечки попросил. Я дал количество 20 тысяч. Через сутки пошла машина, привезла 30 тысяч тогда свеч. Волонтеры отработали, и в каждый дом заносили, и говорили, что это Республика Татарстан, это первое плечо. Был момент, когда я обратился к главам Республики Татарстан. Когда я набрал, я говорю, ребята, мне надо генератор. Знаете? А я говорю, сколько? Я говорю, 10 штук. Вот остальное вроде я закрыл, 5, если можно. Через 2 или 3 дня самолетом переслали сюда. Это на удивление было самолетом генератор, чтобы... Наша Республика Крым, такое ощущение, что она была чуть-чуть в спячке, так сказать, знаете. Сейчас мы проснулись, развиваемся, очень много делается, конечно, много проблем. Конечно, нужно быть объективным. Большинство сельских поселений в Бахчисарае находятся в тяжелом положении. Их даже близко нельзя сравнивать с татарстанскими селами, например. За 5 лет перемены большие, но они пока не кардинальные. Поэтому эти яркие ФАПы, ветеринарные пункты, которые построил Татарстан, смотрятся цветными пятнами на общем сером фоне разбитых дорог, заброшенных зданий. Местные жители радуются им как дети, наверное, еще и потому, что видят в них своеобразный знак будущего возрождения их сел. И надежды эти не лишены оснований. Мы никогда слово «модуль» не понимали, мы никогда не понимали, что так можно это быстро сделать. Я был на заводе у Марселя Зуфаровича, там, я был там с ним вместе на совещании, и я понял, что я отсюда уеду с ФАПом. Знаете, они еще, может, сами не понимали, да, но почему-то я уже почувствовал, что у нас будет.
За это время вот мы установили, построили 21 ФАП, также здание скорой помощи, патологоанатомическое отделение. Это просто прекрасно, ФАП появился. Мы за это рады всегда. Было бы очень хорошо, если бы сельское хозяйство здесь развить. Здесь много мест, полей много. Аграрный сектор наряду с туризмом для Бахчисарая в числе главных приоритетов. Примером мог бы стать опять же братский Татарстан. Передовые технологии и инвестиции из республики помогли бы местным фермерам быстрее встать на ноги. Потенциал у них приличный, но развитие отстает. Хотя инфраструктура вокруг, благодаря помощи из Татарстана, становится все лучше. Эта скважина, пробуренная специалистами из нашей республики, обеспечила чистой водой целую деревню Нововасильевка, где проживает более 800 человек. Крепнут и спортивные связи между Бахчисараем и Татарстаном. И этот обмен опытом, безусловно, на пользу всем. Ребята-боксеры из местной детско-юношеской спортивной школы недавно побывали с дружеским визитом в нашей Елабуге. Тренер Мамед Едкаров, в прошлом сам прославленный боксер, с теплотой вспоминает эту встречу добрых друзей и соперников. Было очень приятно, что нас хорошо встретили, подарили нам костюмы. Вообще, как лучших гостей встречают, так, наверное, только могут, родители своих детей могут так встречать. После этого нам подарили ринг, мешки, экипировку, перчатки. Все четко, пацаны хорошие. И вас встретили там тоже четко, и вы к нам приехали, тоже, думаю, неплохо от нас говорили. Да, спасибо. Уже тот факт, что этим ребятам, как и всем крымчанам, сегодня не нужно думать о выживании, достижения. Первая пятилетка после Крымской весны – общий успех всей страны. Для Республики Татарстан особенно отрадно наблюдать, как развивается и становится краше братский Бахчисарайский район. Свой первый юбилей вместе с Крымом отметит в этом году и этот местный парк миниатюр, ровесник Крымской весны. Бахчисарайский парк миниатюр – уникальное место для всего Крыма. Здесь можно увидеть все. 86 дворцов-музеев в масштабе 1 к 25. Более 250 героев мультипликационных фильмов и огромный контактный зоопарк, где вы можете встретить 890 особей животных и птиц. Сказочное место. Смотрю, здесь и детская площадка, и аллеечки новенькие, красивые, фонари, дороги. Мы здесь раз в полгода как минимум бываем, поэтому парк, конечно, радует. Бахчисарай в переводе с крымско-татарского «дворец-сад». Кстати, и по-татарски то же самое – Бахча-Сарае. Этот город, район притягателен, прекрасен не только своей древностью, как-никак именно здесь располагалась столица Крымского ханства на протяжении 2,5 столетий, но и живописностью, извилистыми улочками, уютными кафе и ресторанами, историческими памятниками. А сам воздух напоен ароматами гор, степи, леса, моря. А что больше все-таки предпочитают крымские татары, чай или кофе? Только кофе, особенно гостям. Вот сейчас он образует пенку, и все, и я разолью всем. Без пеночки это получается, что ты не умеешь варить кофе. Гостеприимный и очень богатый, духовно в первую очередь край. Он не был таким, пока не приехали татары. Да? Давайте так скажем. Пусть это будет политически, но я скажу. А сейчас на каждом шагу чебуречная, на каждом шагу самса, везде лепешки, все есть, понимаете? Вот оно теплит как-то. При Украине рынок у них вообще не было, одно название рынок. А там на перекрестке 2-3 бабушки сидели, там домашние яйца продавали и зелень, мелень так. То сейчас 3 рынка здесь вот. Вот рядом с нами школа строится, если видели, да? Школа, садики во всех 6 микрорайонах. 2 садика строят, да. Вот школа. Да. Аллах верца, пожалуйста, собирайтесь с семьями, друзьями, близкими, родными. Приезжайте, а мы встретим. Вот кто вот многое взяли от Татарстана, дружить мы умеем. Наши двери открыты всегда. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников при содействии постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Крым. 7 дней.